Всех приветствую в прямом эфире. В этом прямом эфире лекции постараюсь дать понимание, что такое термин Хуцау, то есть астинский бог Хуцау. По своим знаниям через нашу культуру, сравнивая ее с другими древними духовно-религиозными источниками, писаниями, в том числе эзотерикой. Во-первых, любой может сказать, что такое, что Бог один, да, но согласитесь, не все могут дать этому понимание, ибо, как говорят, края Бога неисповедимы, и не все так однозначно, то, что, как многие думают, Бог есть все, везде и во всем. Это есть абсолют. Почему? Потому что древние учения, писания, таких как Веды, Ригведы, буддизм, ну и остальные, для термина абсолют у них они просто его обозначали совершеннейшим символом, это круг, или первичные обозначали звуком О. О это считается первичный звук вибрации Вселенной, которая возникла в чем мироздание. Абсолют есть то, что просто вечное, без времени, без настоящего, прошлого, будущего. То есть это не то, что что-то делает, творит, а просто есть вечное, бессмертное. Вот такой у абсолюта термин. Это что касается именно данного термина, но древние его разделяют с Творцом. Творец – это уже появление точки в центре круга. Казалось бы, встречной у вас будет вопрос, как парадокс, Всевышний есть все. Так древние разделяли термины, скорее всего, так оно и есть, что если взять все вместе, то это есть одно единое целое. Но почему разделение? Чтобы обозначить эволюцию, с чего это все надо. То есть это знание, с чего это началось. С точки в центре. Но любой, согласитесь, может сказать, что Бог один, но не все могут объяснить его, что это, как явление, что только через религию. Но наша культура, если провести сравнительный анализ, как я сказал, со всеми другими древними духовно-религиозными источниками Писания, то на этот вопрос можно ответить. То есть тут мы, зная, познавая нашу культуру в сравнительном анализе, у нас есть четкое понимание, знание о том, что это
по крайней мере, в общем охватить, понять умом своим, через ум, а Всевышний нам для этого и дал ум, потенциал, чтобы мы познавали это единое целое. И порой хоть источники, кто-то скажет, какая разница, Бог один, ну какая разница какой-то религии, Бог один. Но из-за внутриполитических войн, политики, издревле эта борьба шла за ресурсы, за господство над миром, в своих планах и целях, используя религию как инструмент правления для людей, поэтому это было скрыто. Возможно, это и к лучшему, чтобы сам человек познавал, но не суть. Я хочу вам дать четкое понимание сегодня по своим знаниям, но они это могут дать понимание, что такое хуцал, потому что многие, ну, как я сказал, любой может сказать Бог один. А что это? Ну, знания. Я именно делюсь с вами своими знаниями из своего опыта работы, который я провел в сравнительном анализе, как я сказал, с нашей культурой и с другими первоисточниками. Байрай, Брабус, Байрай, Верцук, Байрай, говорят. Если вопросы есть по теме, задавайте. Если пропущу, не обижайтесь, так как цель моя сегодня именно дать понимание этому термину. Вот смотрите, хуцал сам. Вот взять, допустим, как сказать, многие думают, что ну хуцал Бог, то есть один единый Бог. Но что мы знаем? Если взять по Библии, по исламу, все знают по религии, как там идет сотворение, да, Бог создал там, ну, сами знаете, Адам, Ева, как идет, байрает, верцут, байрает, говорит. Но что же нам говорит наша культура? Я бы мог сказать, что многие скажут, там Мастин наполовину христиан, наполовину мусульман. Байрает, верцут, байрает, говорит. Ассон Адам. Все бы ничего. О, Руха, Байрай, приветствую. Присоединяйся, вот я сегодня лекцию зачитаю. Если успеем, может. Так вот, все мы знаем, что мы в корне арии, да? И, допустим, мы на своем языке при обращении к Творцу говорим хуцау. Но если взять родственные нам по языку, прежде всего по духу, еще раз повторяю, по духу, по языку народа, по мирце, допустим, и сами вы знаете, все арийские родственные народы. Байрат, у вас сообщения появляются, исчезают, если я пропускаю, не обижайтесь. Вазардама Балмахуда, Кацей Дафред. Завагеховый. А новый Рацуга лес Гордон и Фарс, Дегорское ущелье, Яс, Дегорец. Потом Щекалы, а потом в гору, короче, 50/50. Так, продолжаю. По теме, попрошу вас по теме задавайте. Сегодня у нас лекция о Бастинском боге Хуцау.
точнее, что это такое представление, наше с вами представление через нашу культуру. И наша культура, еще раз скажу, дает другое представление об этом. Так вот, родственные нам по языку, духу народы арии, все вы знаете, кто такие, если посмотреть, да, памирцы, там, талыши, таты, зазы, в общем. О, рекоме баракбон хуарзан хават. Давайте, знаешь как, чтобы вы не обиделись, просто вы от тем меня отвлекаете, а я так не смогу рассказать полноценно. Тем более, потом афиширую людям неудобно бывает мои вот, по теме сегодня определен. Лучше знаете как, давайте послушайте меня. Когда я скажу, зададите вопрос, я уже отвечу, чтобы без обид. Я вам. Так что никуда не идите, пока послушайте. И сами тоже свое мнение скажете. И суть этого, цель, дать понимание, что это такое, через нашу культуру. Так вот, у помирцев, допустим, Всевышний начинает, на ху. И вам это, не все это слышали, знают и понимают, поэтому те, кто даже первый раз меня видит вот, в прямом эфире, возможно, вам откроется это понимание, знание. Не, немцы, это идеология. Вы должны понимать, что ария это прежде всего идеология, доктрина, но никакого отношения, Гитлер это использовал в своих целях политических и планах, да, но так. Так вот, еще раз скажу, я больше все не буду отвечать, мне надо лекцию сказать. Так вот, у всех, у памирцев начинается на худо, они говорят, хуво, у таджиков тоже, у персов хуршет. Слушайтесь, Всевышний у них начинается у всех на ху. И это один из фактов, который говорит, что это другое мировоззрение, другая мифология. Вот, допустим, хуршет персидский, на нашем языке это звучит как хорицут. На русский мы бы его перевели проявление солнца, Творца. Почему солнце, я вам скажу. Есть еще египетский бог Хор, тоже на нашем языке Хур, солнце. Но не в буквальном смысле солнце, как физический материальный объект. Сейчас я вам постараюсь объяснить еще один очень важный нюанс, то что все, что бы я ни говорил о Всевышнем, это не все так просто, да, мертвым словом, шаблонами какими-то обозначить. Все равно, что я буду вам говорить о любви, и вы знаете, что эти чувства не все, возможно, и испытывали, и они тоже разные бывают, мимолетные или... То есть словами это тяжело объяснить. Тот, кто это почувствовал, он не может эти чувства, явления так словами передать. Понимаете, точно так же все не все так. А ведь у Варзунджи надо. Слушайтесь, Варзунд, Зунд, Джи надо. Неоднозначно. В общем, под этим нужно подразумевать явление еще. Это не мертвое. Вот Бог один. Как я сказал, любой может сказать, Бог один. А что это, как, что за явление, что это у него за функции? Что это вообще, как понять? По мертвой букве
Только через сравнительные анализы, посыл своим мышлением человек с опытом жизненным как-то если познает, если есть пытливый ум делает, и он, ему эти вопросы приходят. Как мозаика, он охватывает потом, создается не общая картина через разные источники, как я сказал. Так вот, персидская хуршет, хорицут, проявление Творца, да, на ху начинается. То есть, а что такое ху? Все знают, что вот эти и древние духовно-религиозные писания, такие как зороастризм, которые основаны на главном культе, это огонь. Что такое огонь? Многие не понимают, особенно те, кто исповедует ислам, которые это воспринимают как огнепоклонничество, там, поклонение огню как физическому, материальному. На самом деле, те, кто не предвзяты зороастризму всем писаниям, знают, что тут речь идет не о физическом материальном объекте, а о его духовной составляющей. Вот как у нас здесь тело физическое, материальное, и уже дух, энергия, психика, мышление. Вот так огонь – это обозначение духа, энергии Творца. Поняли? Почему еще говорят часто те, кто исповедует ислам? Я за всех не говорю. Суфисты более это все, я так понял, понимают суть глубины. Просто на это нужно посмотреть непредвзято. Понимаете? Почему, еще раз повторюсь, речь не идет поклонение огню как материальному, физическому материальному объекту. То есть тупо, как воспринимают многие, что это язычество, там, поклонение каким-то кустикам. Еще раз. А почему? Не в буквальном смысле поклонения. Древние цивилизации, существующие до нас, и осколки этих цивилизаций, то есть религий, то есть зороастрин, все остальные, они знали, что огонь, его, то есть духовная составляющая, это есть дух, энергия, эфир. Они знали, что это первый элемент, от которой возникло все мироздание. Это и есть Творец. То есть, казалось бы, человек, придерживающийся ислама, если не знает этого, он думает, что это огонь, чисто физический, материальный. Да? На самом деле это и есть обозначение духа Творца Вездесущего. В нас это есть дух. С эволюцией сформировалась душа по кармическим следствиям, причинам, следствиям. И с эволюцией произошло материализация, грубевание духовной сущности. Понимаете? То есть это мы называем, то, что дух – это частица Бога в нас. Это и мы, поэтому и для древних, древние это знали, это был первоэлемент, огонь. Возьмите, проведите параллель между четырехлучевым солярным символом, допустим, как его описывает тибетская книга мертвых, что оно символизирует, и на латинице
называется сауастика. Сравните его с нашими преданиями, где наш первопредок Астин, Сауаса, вслушайтесь, Сауастика и Сауаса. Все знают, что по преданию, не все, наверное, Сауаса был сотворен Творцом из огня, который бы молился Творцу. Ту же параллель с Иисусом проведете, который символизирует именно бессмертие Духа и частицы Бога в каждом из нас, бессмертной сущности. Он сюда пришел как нам эту связь, как сказать, восстановить, то есть веру. Но и там тоже, как я сказал, по политическим причинам все это переписывалось, по-разному преподносилось. Знания постоянно прятались теми, кто хотел использовать как религию, как инструмент. И бессмертный дух и есть огонь. Вот Иисус, если взять параллель между Иисусом, Саваса, первопредком, и свастикой, суть будет одна и та же. Опять-таки, это дух Творца. Но вот этот четырехлучевой солярный символ, он не только символизирует первый элемент, огонь, дух, эфир, но и все другие лучи на солярном символе. Кукушкин, ТВ-1, разные религии. Подожди, я же сказал, не сбивайте меня, вам самим, потому что мне надо рассказать, объяснить, потом зададите вопрос. И потом будете обижаться, что я не отвечал. Так вот все другие случаи на солярном символе обозначают и все другие первые элементы там, шедшие в эволюции, такие как от начала сотворения. Ветер идет завихрение. Вот многие солярный символ воспринимают как что-то. А это тот же крест, просто в движении. Завихрение, то есть огонь, потом идет ветер, вода и земля. Под это же нужно подразумевать. То есть все это символы, в том числе, если вот вместе, вот я сказал, Иисус, Саваса, свастика, вот солярный символ. Возьмите наши 3 пирога, символизирующие сотворение мира. Акт культа сотворения мира. Там те же символы, что и, допустим, в христианском богослужении, вот все кресты, троица, 3, то же самое, суть одна и та же. Круг, 3 пирога, древнейший, совершеннейший символ, круг, это в центре точка, это и есть Творец. Потом при молитве, когда молитва обращения идет, что мы выкрикиваем? Оммин, аммин. Вернитесь опять, когда я вам говорил, что такое абсолют. То есть под этим еще с эволюцией нужно подразумевать первичный звук, вибрация. То есть первичный звук О, от которого возникло все мироздание. Буддисты эту мантру произносят Ом или Аум.
все точности мы эти звуки произносим в молитве за 3 пирогами и вообще омен, амен. Потом разрезаем крест-накрест. С эволюцией после древнейших символов, как абсолют круг, точка в центре, потом вертикальная линия возникновения, и ее пересекает горизонтальный крест, и возникает Вселенная, и вот спираль, солярный символ. То же самое мы крест-накрест потом режем и на все части. То есть, если провести параллель между ними, то суть одна и та же. То есть нам культура говорит о том, что как нам, хотя источник один, по сути, как я сказал, по политическим там не все нам преподносят, знания, имею в виду, чтобы мы, это понимание у нас было, что мы сами есть творцы этого мира, ибо тот, кто нами правит, не хочет, чтобы мы хочет, чтобы у нас было рабческое мышление. Поэтому это инструмент, и поэтому идет отделение, воспринимание Бога как то, что есть тебя. На самом деле в каждом из нас этот Бог есть, частица Бога, Дух. И наша культура, религия нам дает это понимание, если мы ее проводим эту параллель, сравнительный анализ, исследуем, сердцем своим главное охватываем, а не как многие шаблонным мертвым питаются, только по книге. Понимаете? И на эту всю, как сказать, эту всю эволюцию, так лично я более в таком развернутом виде понял, почитав тайную доктрину Блаватской, начала со 2 тома. Тайная доктрина, 2 том, антропогенезис. Как шла эволюция от начала сотворения мира. Как описывают, что вначале была нематериальная сущность, дух. И вот так с эволюцией. Вот то, что Эрнст Мулдашев, кто его знает, слышал, да, он был на экспедиции в городе, в поисках города богов в Шамбале. Книги у него есть в поисках города богов. Так, куда он в пещеру сходил, и он, кстати, единственный, кто смог из мертвой ткани имплантанта восстановить зрение. Это после того, как он побывал на экспедиции. Вот он и о солярном символе говорил буддистов. Побывал в пещере, где он описывал все эти каждой расы, лемуры, лемурийцы, гипербореи. Гипербореи у нас это гупурбората, гупурсарта. Вот те великаны, и вот от каждой вот этой расы, как генофонд, они в пещерах. И там они находятся в позах самадхи. Самадхи называется. Вот как йогины сидят. И вот он говорил, что, то есть, это нам объясняет то, что долгая эволюция шла. Вот тайной доктрины все это описывается, 2 том. Потом я 1 почитал. Тяжело тоже читаться, но можно это охватить. И вот то, что мы называем
многобожием, да, это вот многие начинают, что это неправильно, много богов, Бог только один. Тоже неправильное, невежественное представление. Я бы вам, обычно я его сравниваю с семицветной радугой. Вот мы говорим радуга одна, подразумеваем в ней 7 цветов. И то есть это то же самое. Бог один, но вот все его составляющие, то, из чего он сотворен, это, то есть, вот если все равно, что без себя на какой-то определенный в радуге цвет смотрел, изучал его, и кто-то мне сказал, не изучай, Бог один. Вот где логика? То, что я каждом об этом цвете смотрю, это знание о радуге, знание о беде. Вот эти 7 богов с эволюцией, с каждой расы, это есть наши, так сказать, духовные предки. Или все равно, что вот семья, и много, все же разные. Кто-то мне скажет там, другое понимание, понимаете? Из-за вот этого непонимания, сколько убийств там, это Бог один, а что, как объяснить эти явления, многие не могут. Вот это есть у сарматов почитание 7 богов, и у индуистов там сколько их богов, там это тот же порой один и тот же аватар, сущность, разные аватары, одно и то же явление. Все равно, что вот, допустим, взять, сейчас вы поймете, я всегда это сравниваю с чувством любви. Допустим, кто-то у вас испытывал там, объект вашей любви, да, образ девушки, вот вы влюбились, допустим, разошлись там, опять кого-то полюбили, и вроде бы, смотрите, образ один, разные образы, девушек, в кого вы влюблялись, но ведь чувства плюс-минус там, сильнее, меньше, как явления, они же одни. Вот это то же самое, понимаете? Взять, а у нас огонь, как первый элемент, главный культ, он везде символизирует. Взять наше самоназвание, начнем, допустим, на арт, наш огонь. Взять ас. Ас, откуда вообще это ас? Ас, вот опять-таки в сравнительном анализе, если все наши вот эти в нашей культуре названия взять воздание, ждон, иззат, откуда они идут, аса, арта, ахдау. Если взять вот эти, как я сказал в начале, что родственные рийские по духу народы, а это они были приверженцами зороастризма. Все эти термины есть в священной весть, такие как, допустим, фар, небесная благодать, огонь, вот само слово аса, производное от арта.
Понимаете, да? Наберите во весь священное место Аша, Аса, и увидите там производные от Орта. То есть это одно и то же, духовно-религиозный термин Аса, огонь. Отсюда и зороастризм это культ огня, главнейший культ. Отсюда и вся наша культура идет. Ахдау, Артау, счет возьмите, Евду Арта, расшифровки Еду Арт, Артейску, Нарты, на Арт. Славянской словаре как начинается. Аз есть, а я есть. Бог один, его звали Азар. Азия была Асия. То есть это культура всех асов. Кто это такие? Огнепоклонники, ну как со стороны многие говорят, язычники. Когда мы говорим аз на нашем языке, это тоже обозначение. Ас, все равно, что сказать. Аз. Вот у всех у этих терминов, если сложить и в том числе хуцал, синоним один. Опять-таки это обозначение в нас, и мы есть творцы этого мира, то есть частичка Бога в каждом. Все вместе мы одно единое целое. То есть обозначение духа. Понимаете? И вот это хуцал, ху, то есть как первый элемент, это есть Бог огня, можно так сказать. То есть это и обозначает Творец, обозначение Творца. И под этим названием нужно опять-таки подразумевать все другие первоэлементы и все эти 7 богов. Вот эти 7 богов, они то есть нужно на это посмотреть не то, что от нас отделимо. Вроде мы отдельно и в то же время не отдельно. То есть вот эти 7 богов с эволюцией, частичка от них в каждом из нас, потенциал заложенный. Понимаете? И почему, следовательно, обращались и обращаются в сторону там, света или солнца через огонь, христиане через свечку? Потому что для древних солнце это, по их представлениям, и вообще знаниям, не просто безосновательными фантазиями, они знали, что это Бог, только его тело, материальное тело, его свет в физическом материальном мире, лучи, которые пронизывают все. То есть солярный символ, как я сказал, взять, параллель провести, когда для древних считалось, что вот этот первичный первый элемент, искра Бога, Творца, огонь, он и пребывает во всех других элементах. Поэтому богов изображали, всех других богов, связанных там, плодородие, там, вот нимб, у всех же нимб бывает. Что это такое? Или солнце, сопровождением солнца. Вот это и обозначает, что многие из вас не знают, почему с сопровождением солнца нимба. Это и есть в каждом из них вот Бог. То есть этот первый элемент, первоисточник пребывает везде, во всем, в разных степенях его сгущения, в воде и в других элементах. И каждое природное стихийное царство, оно живое, духовное царство, точно такое живое, как и мы с вами, только на других уровнях, планах. Понимаете, поняли, да? То есть нам наша культура в сравнительном анализе дает совершенно другое понимание о устройстве мироздания, это знание. И сравните, если вам кто-то подойдет, скажет,
Бог только один. И вот то, что я вам передал, вот, и объяснил, совершенно другое понимание. И вот это семибожие тоже, когда мне начинают говорить, Бог только один, все есть пыль, можно так сказать, но преподношение, что значит пыль? И смысл есть во всем, все, что есть, то есть из ничего, как говорится, возникло все. То есть и во всем есть смысл, и через все мы познаем это единство. Так как оно ничего, если через него, через разум мы познаем, значит оно должно быть, имеет место быть, и это не пыль. Хотя можно так сказать, просто это как-то некорректно со стороны невежд преподносится. Это невежество. Вот что я вам хочу сказать. Наша культура из-за того, что она менее так-то была в тени других религий, мы это, тот, кто ищет, может это понять. Но я еще раз скажу, на самом деле источник-то один, просто все зависит от уровня самопознания человека, его духовного опыта, да, как он познал, как он видит его мировоззрение, мироощущение, как он это на все видит. Как вам мой триколор? Чтобы вся Осетия, этот пример заразный, в данном случае хороший пример. У нас должен быть свой колорит. Где наши башни? Так вот, взять даже, я не просто, вот взять, я говорил о первоисточниках, религиях, эзотерике, но я также знаю, допустим, из наших старших, а у нас же традиционно народно-устное предание, там Таурахта, Мартовский эпос Таурахта, и знают Новоудзорилок, то есть избранный там среди своих поселений, там, где он, Куртатинское ущелье, ну, людьми, как носитель духовной нравственности и знающие нашей хорошо культуры, как правильно там, в общем, ритуалы. И вот им его отец, он рассказывал о Таурахе, то есть это из уст в уста передавалось. И есть такой Таурах, и он рассказывал, я, конечно, не смогу, как он это рассказывал, он не просто рассказывал, вот как я, это целое искусство, это там каждое слово, как произошли вообще наш народ Нартов, как он говорил, что вначале был Арджибардуак, Бог, как бы, с самого начала. Он создал 6 мужчин, там, которые правили всем вселенной, миром, говорит, от солнцем, водой, ветром. Они потом дали силу, это так поверхностно, говорю, там, в общем, они дали камню силу, каждый свою силу дал, камень раскололся, Мацухате, Февзурстейлак, то есть из этого одного раскололся и выскочил один этот, и я запомнил, что они начали спорить, кто ему даст свое имя. Каждый хотел своим именем назвать, и их отец говорит, их родитель, Арджибардуак, Творец, говорит, на нем уже есть его, имя. То есть пусть каждый из вас из своего имени добавит первую букву.
И каждый один добавил, вот смотрите, как идет первое, кого звали Хоро, он Хе добавил. И вот так и получилось Хуцал. То есть, а кто эти шесть были? Вот один вода, значит, что такое из него Хуцал. Значит, в нем такой смысл заложен, что в этом надо подразумевать, что в этом одном слове Хуцал все эти первые элементы. Ладареты, понимаете, да, какой смысл в нашем народно-устном предании? Они же потом по Таураху раскололи другой камень, и из него возник еще и нарты возникли. То есть, понимаете, то есть вроде бы мифология, да, но насколько, если провести параллель, сравнительный анализ, сравнить вот с то, о чем я говорил, что обозначает. Вот буддизм, я же говорил, их по тибетской книге мертвых, первый элемент огонь, и одно за другим шло. Порождение других первоэлементов, ветер, земля, вода, в общем. То есть, вот так и открывается. И это же не просто, не случайно, где буддист, допустим, их о солярном, кто-то скажет, а сказка, да, взять вот то, что я рассказал, казалось бы, народное устное, вот его спроси, вот это вот Зуарилага, кто-то и Таурах, просто им рассказывали, он как сказка рассказывал. Ему скажи, он об этом не знает, о солярном символе он не знает. И мне многие говорят, откуда ты все это берешь? Вот так человек познает, а тот, кто ищет, как сказать, это сердечный посыл, а в сердце есть магнит. Подобное притягивает. Ну, то есть все прямо перед носом, все ответы. Просто нужно быть внимательным, зацеп нужен. И вот все точности, как и мифология его, так и что символизирует свой первый элемент, все эти сложить, это они подтверждают друг друга. Вот вам и четкий, ясный ответ и понимание, что такое Хуцау. Единственное, у вас может быть противоречие вот по вашему мировоззрению. Но опять-таки многие астин наши традиционалисты начинают оправдывать свое мировоззрение. Короче, свое понимание, подстраиваясь под невежд, то есть с чувством вины, потому что их воспринимают как неверный, многобожник, там, ну как что-то, но в общем, сами понимаете, поэтому они как-то их многих смущает, они, да, у нас тоже Бог один, четыре юнок, то есть, а на самом деле это другое преподношение, у нас знание, не слепая вера, потому что любой может сказать Бог, а что, как ты можешь это человеку донести, дать понимание, что это за явление, как и чувство любви. Мы не можем, потому что словами, как ты чувство любви другому, да, навяжешь, скажешь, это истина, любовь это истина. Но если он не испытал, как ты ему можешь только сказать. Точно так же и наша культура. Мы можем сказать, у нас есть, а дальше уже кому как откроется сердце, глаза, ум, разум, как познает, это уже его личный метод. Но так навязчиво навязывать Бог один, да и любой может так сказать. Однако понимание по своим знаниям, вот о чем речь идет. Понимаете?
То есть, я думаю, все предельно ясно. Даже мы 3 пирога говорим. Арта, кардине, арт, огонь, кардине, арт, нож. Когда нож у нас тоже карт, везде арт, огонь. Когда мы разрезаем 3 пирога, что это за культ? Акт сотворения мира. Когда мы их съедаем, что такое огонь? Поедающий, создающий, творящий, разрушающий. И в индуистской мифологии тоже вот это Шива, разрушение, то есть 3 составляющих. Что символизирует? Тот, кто старший, символизирует Творца, то есть огонь есть Творец. Ну, второй старший, третий по возрастному, по отбыванию младшие идут в самом краю, самые младшие. Это иерархия, то есть эволюция. Сам культ символизирует 3 мира, ну, как мы все знаем, как, ну, Ом вместе. То есть это нужно не мертвого воспринимать, если так иметь воображение, как будто идет сотворение мира наряду со звуком Ом, Амин, разрезать все. Когда 3 пирога съедаем символ, то, что ты есть огонь, Творец, создал, а когда съели все, развернул заново, вечный круговорот перерождения. То есть тебе твоя культура говорит, что ты есть Творец. Понимаете? Если вот я сейчас читаю книгу «Путешествие души и предназначение души», сейчас я читаю предназначение души, там автор гипнолог, который в гипноз вводил, ну, и предсмертно изучал предсмертные состояния, как они там в своих прошлых жизнях, кем они были, ну, составил труды. Мне интересно было, как у них там все, эта иерархия, система, кто там кого не встречает, когда умирает, покидает тело, там родственных, как говорят многие, когда в клинической смерти побывали, там в туннель, по их встречает родственник, там речь шла о гидах, каждый как попадает в свой там класс, у каждого свой учитель, как бы. Так, каждый из нас попадает в тот круг по своему уровню опыта жизненного, духовного. Вот если провести параллель между вот нашим этим культом 3 пирога, как там все устроено, старший, второй, третий, так по отбиванию, а старший же он несет духовную нравственность, прежде всего знание. Ну, по сути, так должно быть. Часто мы знаем, что водка там, мат, ну, по большому счету, редко встретишь, когда, да и вообще в быту, если принципиально, ну, я не видел, что к нему вот серьезно как к ритуалу, то есть в быту, то параллель провести между вот как устроена вот иерарховая система, как после жизни там все устроено, и это все то же самое. То есть точная проекция тонкого духовного мира. И, во-первых, это как культ нам говорит о сотворении мира, ну, дает нам понимание, да, такое. Во-вторых, как устроен мир и миропорядок. И вот многие еще, я забыл сказать, что многие, как говорят, вот вы кустиком этим, я не знаю, сколько знаю своей культуры, нигде мы никогда кустиком, рощам, там, цветкам, просто со стороны предвзятый какой-нибудь исповедующий другую религию человек посмотрит, и если я в сторону солнца посмотрю или
наверное, подумает, что опять-таки нужно понимать, если человек не понимает этих культов, ритуалов, то как он может все это, лишь по предрассудкам каким-то, по своему невежеству что-то говорить еще и распространять эти свои ложные представления среди других. Более того, еще и таким натравляет. Так есть. То, что они такие варвары. Но каждый стин знает, что откуда, если бы мы такие безбожники были, у нас бы не было таких понятий, как воздан надо, ездун надо. А что такое? Ахдау надо. Что это такое? Духовная нравственность. Тем более свой культ, и на своем языке мы творец называем хуцал. На генном уровне у нас это заложено, духовная нравственность. Почему мы ставим выше нашей духовно-религиозной культуры, называем ее асадин или вастин, чем другие пришли. И нам говорят, это было для всего света. То есть пророк Мухаммед или Иисус. И наша культура для всего света. Однако то есть это у нас все было и до этого, до того, и как к нам пришли другие религии. И осколки ее заросли из Веды, Ригведы, другое. Просто пророк Заратуштра, допустим, реформировал нашу религию, то, что было и до него, просто проявил, как сказать, там, где он, куда он пришел. Пророк Мухаммед среди арабов, там Иисус, там, как там цитата, не ходите к язычникам там северным, ибо они не знают, про нас говорил, ибо они не знают греха. Да, у нас свое, это тоже условно, потому что у любого народа во все разные периоды бывают периоды невежества и деградации. Там, где это происходит, появляются такие люди, которые несут свет, дают нам это понимание, что не только есть животная природа, которая основывается чисто на своем, быть низкие вибрационные частоты, там желания, там привязанности какие-то. И то, что мы называем возвеличивает дух, творчество, вдохновение, надежды, мечты, вера в бессмертие. Это есть от души, то, что от Бога, то, что нас возвышает, устремляет, вдохновляет, дает порыв, любовь. Любовь – это основа, которая дает огонь, то есть вдохновление. Это есть то, что от Бога. Вот часто говорят, что спустись на землю, реальность другая, жизнь суровая, туда-сюда. Вот это суждение, это опять животная природа. То, что нас тянет вниз. А духовные религии нас учат не привязываться к этому и возвеличивать, говорят нам о том, что мы бессмертны. И нужно эти две природы фильтровать, знать, что в данный момент, из каких побуждений мы мыслим, размышляем. То есть, поняли, да? Подождите, я свет включу что-то.
Вот я свет включила, то... Так, я очень много могу на это говорить там. И знаю многое, чтобы мог просто... Это философия до бесконечности может дойти. И теперь, может, если вас интересует, вот сейчас все ваши вопросы, откуда вы все это берете. Г2 ауру. Подождите, вот сейчас я зачитаю ваши вопросы. Кукочкина ТВ. У Алан была борода или нет, не в курсе, нигде не могу найти. Посмотрите облик Сармац, как, или по крайней их потомков. Конечно, было. Какой цивилизации эти исчезли по причине того, что отошли от единобожия и начали поклоняться разным вещам. И неважно, христианство, иудаизм или ислам, все религии настоящие, они несли единобожие. Вот насчет первого, да, ты прав, что, как Эрнст Мулдашев говорил, причина вообще всех бед наших, в том числе бывших рас цивилизаций, это то, что они от идеи возомнили себя Богом. То есть та сила, которая у них была, вот лемуры, лемурийцы, атланты, они начали сами что-то создавать, как маги, колдуны их называли. И эту силу, у них эта сила в третий глаз был, мощная психическая энергия, они могли плиты сдвигать. И вот начали это все друг против друга использовать и самоуничтожались каждый раз по своей гордыне. Но насчет того, что да, как да, Бог один, да, христианство все единобожие несет. Но согласитесь, то, что, допустим, я вам сейчас рассказал, какое дается представление, где вы, допустим, пока человек сам не познает, не делает сравнительный анализ, и если ему это на понимание, да, что называется познанием, кто вам его даст? Вот до тех пор, пока лично я сам не познал, кроме того, что у меня Бог один все. Брошюры достали, а Бог сказал так, так, так. А кто что сказал? Где он? Покажите пальцем. Где он? А Бог не послал там религию. Как с ней? Ну, человек задается элементарный, просто человек, который не знает, даже нормально задаться вопросом, где, что это такое вообще? Может это мыслеформа, созданная людьми. Об этом факте тоже многие не знают. Знают такое кукла Вуду, я часто упоминаю, ритуал. Это, образно говоря, вот человек, когда мыслит о чем-то или представление о ком-то, он посылает свою энергию. Вот, допустим, вы можете образно себе создать образ и направлять свои силы на этот образ, чтобы он что-то делал. И он это будет делать. Ну, не материально ты не видишь, что ты создал что-то делаешь. Но на духовном тонком плане, если этого не знать, на самом деле говорят же мысли материальные, заговоры, вот это все что такое, кукла Вуду. Это вот тот же культ магии, когда вот хотят человеку навредить, там ему колят. Это просто
так сказать, свои мысли вы наружу и создаете образ только через куклу, что вам легче было. То есть это вот, это о чем? Мыслеформа, то же самое. Не факт, что, как мне многие писал Фред, не надо никому не говорить, у каждого свой, знает, Бог, своя вера там. Это как свой? Что значит свой? Значит, их много. По его логике, если взять, это есть мыслеформа, созданная людьми. То есть, по его логике, если он, допустим, в его представлениях, если, допустим, он около 3 пирогов пьет водку, и это приемлемо, значит, у него свой какой-то бог, эгрегор, мысли, на тонком уровне он свое представление о Боге, значит, у него что-то другое. А это же неправильно. Это есть, как неправильно? Это есть мыслеформа, которая влияет и как ты ведешь образ жизни, и на тебя, и на окружающих. Но это не Бог. Поэтому нужно правильно преподнести, дать понимание через культуру, что такое именно Творец, дать это понимание. Ибо, допустим, у Ашкиргина, наш дух единый нашего народа, это, допустим, наш дух народа, эгрегор. И вот те, кто в верхушке правления мира, они все это знают, поэтому религию как инструмент используют, чтобы у нас не было этого понимания, чтобы мы укрепляли свой эгрегор. А он на чем основывается? На кастовой системе по Нартиаде. Желтый, красный, белый, верхний воины-жрецы. Что это такое? Верхний – голова, туловище, ноги. И все в единстве, как одно целое. Это и есть эгрегор, один образ народа. Это у нас дух, у вас, у исламского мира свой эгрегор. Так получается. Потому что то, что для них неприемлемо, у нас это нормально, допустим. Мы намаз не делаем, но мы стоя делаем. У нас другие культы. Просто я не понимаю, когда говорят неверующие. У нас свои понятия. У нас верующий всегда обозначалось в зороастризме ария. Ария – это есть верующий, воздан, ездон, богоподобный, благорожденный воин света. А те, кто неверующий, их называли анаария. То есть можно сказать это как проповедник или тот, кто ведет здоровый образ жизни, праведный. То есть взять параллель, провести с йогом, что такое йог, как он в своих упражнениях тоже делает, как в нашей культуре, на вдохе, выдохе, танцы. У них это называется упражнение ассаны. Слушайтесь тоже ассаны. Это говорит о том, что одна культура. Понимаете? И это есть понятие воздан, ездун, агдал, ардал. Ты несешь этот огонь, дух в себе, частица Бога. А вместе мы, это понимание этого. В нашем обычае это есть верующий. А с чего кто-то, с точки зрения ислама, тот, кто намаз не делает, он не верующий. Допустим, зороастрийцы, они 5 раз намаз делают, намасте или как у них там, а это откуда? То есть то, что они считают так, разделение же есть. Получается, у каждого свой Бог, если каждый Бог по каждому, если предвзято, получается, что у них так, значит, их Бог говорит именно так делать, у этих так. Что это получается? Это и есть разные эгрегоры, создаваемые людьми. Вот наш, допустим, сейчас очень ослаблен, потому что вот этот единый дух асал, мироустройство и кастовая система по Нартиаде разрознена, потому что другие идеологии нам подменили, исказили те ценности, понимание, то, что я говорю, поэтому непонимание и нет
у нас целостного представления нашего эгрегора образа. Это у нас всегда было у предков, вот это понятие васшкир, весть, благовестник, благая весть. Понимаете, чтобы он сложился, мог противопоставить другому миру, надо восстановить всю эту систему кастовую по Нартиаде. До тех пор, пока мы не восстановим, все другие нам подменили ценности, чтобы к этому прийти, значит, другие эгрегоры над нами преобладают, другие понимания. Все это инструмент правления, это может даже и не говорить, что это плохо. Просто наш именно дух, эгрегор, он в руках, власть в руках тех, у кого эти знания, инструмент, как оно функционирует, вот эти мыслеформы, эгрегоры, все это. Вот масоны, думаете, откуда? Они все это знают. Каббала, все, что вот эти символы, они все это знают. А эти символы, мы носители этих символов, просто мы забыли. А это факт того, что у нас его отняли, подменили ценности. Поэтому у нас, что ни скажи о нашей культуре, сразу скажут, это у нас от арабов, это у нас от тех, от тех. И что такое? А ты иди скажи арабу, Абхуцау, Бахдау, все эти понятия, посмотришь, нужен ли ему твой Ахдау. Нужно же иметь чувство национального достоинства и религиозного. Конечно, кто-то скажет, какая разница, Бог один. Но еще раз запомните, пока есть внутри политическая борьба за мировое господство, за ресурсы земли, разница огромная. Важно то, за что воюет, и народ выбирает свою судьбу. И не зря тот, кто в свои руки эту власть взял, а потом вы же жалуете, те, кто говорят, не лезь в политику, но потом, когда видите, что ничего сами не можете делать, начинаете говорить об этом. Потому что, говорит, когда я на эту тему говорю, какая культура, это все древность, там не актуально. Нет, это именно самое актуальное, потому что те, кто правят, они обладают этим. И этим инструментом, знаниями правят за счет нас. Когда-то у нас эта сила была. У нас что-то брали. А те, кто рассуждает, там нейтралитет, равнодушие проявляет, это и есть их работа, что вы так и думали, что у вас было рабческое мышление. Поэтому происходит подмена ценностей, таких понятий, как честь, чтобы не было чувства человеческого достоинства и так далее и тому подобное. Все это механизмы. Когда за питание, за все говорю, это тоже одни из инструментов. Понимаете? Так что не рассказывайте мне свои сказки. Наверное, вы удивлены, да? Вроде бы я рассказываю для вас, для многих, сказки рассказывает, какие там энергии там. Но на самом деле все совсем наоборот. Так что просыпайтесь, сколько вас будить надо. У вас настолько все подменить, что вы даже не подаете. Есть, я запомнил одну цитату, идеальное рабство, когда рабы не подозревают, что они рабы. Это тактика, хитроманевренное хитросплетение тех, кто вот так вирусы пустили. И многие из вас, кто вот этот нейтралитет, равнодушие, вы даже сами не подозреваете, когда шаблонными вот говорите там словами.
Бог там, ну, то есть это вирус чей-то, не вашим сердцем вы это поняли, как и чувство любви вы, а от чьих-то слов и сами себя, вот это технология, и пускают вирус, и все, через зомбоящик, телевизор, через моду европейскую, где нет основы. Вот поп ММА это то же самое. Они нам все эти дают образы, через которых мы получаем воспитание, формирование нашей психики, мышления, то есть от этого исходим, да, а мода, вот как тупо животные понтуются перьями, как я всегда говорю. А на самом деле оно безосновательно, то есть тот, кто правит миром, их культура на основе именно знания о мироздании Вселенной, у них есть эта основа. А то, что они пускают в массы, вот это мода, все, она без основы, она специально как вирус пускается, что вы постоянно уходили от сути, той сути, что они имеют в своих руках. И делают, что хотят. Творческие силы в их руках. Они творят, что хотят. Сами выбирают. Поэтому все от вас зависит. Потому что наша культура вами говорит, вот и какая разница, Бог один. Вот я вам сказал, теперь вы понимаете, многие из вас, что никакие мы не рабы там, и в нас заложена сила, и понимаете, за что борьба, кто сверху, механизмы. Мы можете в свои руки брать, но у вас творческие силы отняли. Потому что нет у вас четкого видения, кем вы хотите видеть наше настоящее, будущее. Эти образы все вам присылают ложные вирусы, сами делают то, что как сами хотят. В общем, не знаю. Так, наверное, уже все, я закругляться буду. Задайте вопросы, если еще кто есть. Что-то непонятно может вам. Или его ему. Так, я несколько вопросов зачитаю. Г2А у Аланы и Нарты одно и то же. Все, что связано вот с этими понятиями, термины, это идеология, прежде всего. Все основано, вот наша культура на идеологии, мировоззрении, мифологии, на чем и воспитывается, формируется человек, народ, культура. Вот нарт это идеология, нарт, алан, ария, арийские народы. Если взять арий, нарт, алан, ас, воздан, ахдау, у них идеология, синоним будет по смыслу один. То есть объясняют тебе опять-таки, ну, видите, не одни слова, что ты есть Творец. То есть наша культура вам говорит о том, что вот кто такие асы. Тот, кто в этот мир хаоса несет ахдауджину, да миропорядок. И ахдаухас это и есть. Воздан тоже синоним, плюс-минус, просто воздан это такое скромность там, еще к этому идти. То есть истина в любви, то есть все вот то, что возвещает, в эту суть вложено, то есть все, что от Бога. Вот я забыл сказать,
почему еще в сторону Солнца арии обращались, ну как при молитве многие со стороны посмотрят, да, то покажется, как будто Солнцу физическому, материальному человек поклоняется. На самом деле они знали, что это есть свет Бога в физическом мире. И когда Солнце восходит, да, с утра, часто привожу этот пример, что у нас это, какие чувства, эмоции вызывает. Природа, как и природа человека, все процветает, свет, когда все пронизывает. Вот бывает же, ну, день летний, да, солнце, восход, как красиво, да, лучи, цветы. И что это у вас вызывает? Какие чувства, да, возвышенный человек как-то понимает, ну, вот эти чувства, восхищения, что это есть все единое целое. Ну, человек добрее становится, чувство любви, вот эти состояния. И человек, который бы, допустим, вот это понимал, что за всем этим Творец есть и все есть. А с другой бы смотрит, как он думает, а он солнцу поклоняется. Понимаете? Поэтому вот это, те древние это понимали, поэтому в сторону солнца, когда через огонь, допустим, точно как и христиан, через свечку, я говорю, что это такое? Просто проводник. Можете и без свечки. Просто это обозначение духа. Разницы нет, если вы без вода, первый элемент, проводники, как бы сказать образно, вы от себя, от своей души отрываете эти элементы, как бы образно, символически вы перед другими даете такое понимание, что через вот свою сущность. А на самом деле это все внутри. Весь мир мой храм, любовь моя святыня. Вселенная, Отечество мое, в устах это Гуров говорит. То есть суть. Или возлюби ближнего, как самого себя. Это все внутри. Тот же огонь внутри, дух, энергия. Вода, водой мы, говорят, молимся, там начинает спор молоком или водой, что там, все же внутри мы из воды, огня. Логичность, мы же не из молока сделаны. Может, женщина через молоко символически, когда у нее ребенок, может своим молоком. Ну, понимаете, там многие вот так шаблонными не понимают вот это понять. Самое главное, что вот ты... А храм что такое? Почему мы из камней не строили храм? Потому что человек есть сам живой храм. Главное, прежде всего, здесь очищаться, землю свою, да, на какой мы живем. Это и есть живой храм. Главное понимание. Ее не надо осквернять. А мы что делаем? Землю истощаем, оскверняем, загрязняем, неправильно питаемся, ведем нездоровый образ жизни. Начинаем спорить там, а крест там нельзя, там то нельзя. Да, дух ваш самый святой, дух, частица Бога. Когда вы мыслите какие-то то же самое. Оскверняем все, что Богом, то, что вот, а в святилище заходим, как будто бы это главное, где камни. Ну да, делаем мы, чтоб я как оттуда и как чистые. Хорошо, что хотя бы они есть. Но и согласитесь, самообман. Если мы будем продолжать этим заниматься, то землю уничтожим, себя уничтожаем. А эти святилища нам что дадут в итоге? Может, и они нас еще поддерживают. Но если мы будем так относиться ко всему живому, своему, святому, там, к земле, мать наша, земля, материя,
истощать, загрязнять, экологию загрязняем. Это куда более важнее, чем понимание, понять это и образ жизни свой стараться вести правильно, очищаться, ну так, мера нужна везде, чем идти в церковь эти, а за церковью, за этими уничтожать. Это что такое? Где истина? Вот это есть возданчий надо. Поэтому у нас никогда не говорили, что у нас религия Ахдау называли просто, чтобы обозначить, мы точно так же культы. Понимаете? Вот Г2, все эти народы Арии. Но опять-таки это из темы, этот Бог один, какая раса, какой ты нации, главный человек. Это все, да, это и любой скажет, но, как сказать, вот мы тоже говорили, да, ну, все сейчас тоже, украинцы, русские, один народ, там, одна культура, корни. Однако, и что ты сделал? Ничего. Это о чем говорит? Пока есть сила, власть у тех, кто нами правит, разница есть, и мы должны иметь человеческое достоинство, не быть равнодушными. А если ничего не можем, то стремиться улучшить свое положение. Вот что мы можем в этой ситуации делать? Когда мне говорят невежды там, не лезь в политику. Как не лезь? Каждый, наши предки за каждый, да, за эти земли жизнь отдавали. Как не, причем без лез. Каждого нормального, у кого есть человеческое достоинство, ему немаловажно его настоящее, будущее своих детей. Как он, что он раб, что ли? Ну да, я же вам говорю, воспитывать сами виноваты. Прежде всего, мы позволяем элементарно колы, чипсы, все это детям своим, сами кушаем, сами себя уничтожаем, оскверняем. А это все, вот это и есть, вот вы говорите, какая раса Бог один. А наша культура, хоть до источника, опять-таки один, преподносит нам, что мы сами есть творцы этого мира, и не учит нас быть равнодушным там, а мы все рабы там, нам немаловажно, не важно там, что мы кушаем там. А что нам это дает, допустим, в нашей культуре, вот когда мы понимаем, понимаем в себе несет это ас понятие, да, для каждого осетина или духом к нам единых. Не просто как национальность осетина, когда он поймет, что это в себе несет, что это как воздан, ездон, тот, то есть сам есть творец своей судьбы, тот, кто несет законы мироздания, Творца, доброты. Это все равно, что ас Иисус. Ну, параллель провести, понятие, суть. Вот вам под конец этого видео открылось. Вот. То есть ас это понимание Иисуса. То есть то, что отделение христианское наше, это опять политика. Но по сути йог взят, Ахдаугин, Лаквоздан, Ездон, Изет. Еще говорят, откуда ты берешь эти сказки, Изет, Возданы. Вот недавно мне один чеченец говорит, Эздел тоже суть означает, там, меру знай, там, понятие. Это оттуда и все идет. Вот вам еще один факт. Есть люди, и буквально в провинции ездят, и у них есть
духовно-религиозное направление, смешанное с исламом, езидизм. И в буквальном переводе их народ и вообще это течение этого зороастризма. Езд это воздан на нашем, ездун воздан, благородный, богоподобный, и зад у нас ангел, ангелоподобный. Понимаете? То есть это обозначение духа. Бог Один, на нашем языке Один, религия сердца. Его звали Азар, тоже Азар, слышите, отсюда язычник. Язычник это не тупой, тупо поклоняющий материальному огню, а и есть обозначение, что в нем есть он носитель Духа Творца. Он творец судьбы этого мира и ответственность несет. Йог же тоже с энергиями связан, то есть он распределяет ту силу, которая ему дается, энергия, воздан, ездон, понятие, суть. Тот же суть Ахдаугенлаг в нашей культуре. Это одно и то же. И вот Иисус то же самое суть. То есть, если и от кого вы могли это слышать? Осетинность и национальность. А почему вы это не знали? Потому что у вас это понятие под корень срубает, чтобы вы были этими, не такими этими, что у вас была именно животная природа. То есть вам ориентир, что вы не фильтровали, что вы понимали, что то, что возвещает, делает нас, да, от Бога. То есть и другая природа, животные. Вам просто намек делать, что да, есть эта вера, просто вера. Но по факту, если посмотреть, то потеря духовной нравственности, мода, поп-культура, это все от животного, привязанность. Буддизм нам говорит, не привязывайтесь к этому всему. И здесь и не построишь рай, потому что для этого есть этот мир, чтобы мы познавали свои потенциалы, развивали. И мы не можем указывать кому-то. Показать можем правильный путь. И сами знаем. Дальше уже выбор за людьми. Потому что каждый должен понять, познать, вкусить запретный плод. То есть, есть старшие, которые, допустим, я порой, не порой, а знаю, что все можно оправдать, но говорить надо, показывать, через что я прошел, знаю, что это неправильно. Я тоже говорю, а дальше уже выбор. И ему, если он не тяга есть, ему надо познать, испытать, чтобы он тоже понял, как я, что этого не стоит делать. И он дальше на уровень перескакивал вот так постепенно, на уровень самосознания выше. То есть, понимаете, о чем наша культура говорит, что когда Стим поймет, что в себе несет это ас, вот это самосознание, в любой ситуации какой-то он будет фильтровать, различать, где животная природа, где божество, то, что от Бога. Во всех вопросах, даже когда у нас бывают споры, ненависть, там, обычно с ингушами, ненависть какая-то, или с другими нациями, там. Если мы асы с этим пониманием мышления у человека другое, значит у нас какие-то проблемы, если к нам ненависть. Если к нам это ас вернется, понимание, вас говорят, ас, вас это, да, то с этим пониманием, если, то есть в нашей культуре, допустим, как в других религиях, там проповеди читают, брошюры, добродетели, как компьютер. Если кому-то так нравится, это его выбор. Зубрит одно и то же слово «не кради, не кради, не кради». В итоге многие крадут. Нет статистики, что наоборот большинство верующих, сколько преступлений, в кавычках верующих,
А у нас это в культуре, эти добродетели не надо зазубривать. У нас это заложено, у нас это понятие возданджи надо. Есть дон, ахдаугенлак, нрав. Все это, вот дух и есть флеш-карта, носитель. То, что в него заложишь программы, такое он и будет. Вот это нарты читают, народно-устное предание. Чем отличается от религий там? То есть, да, тебе говорят там не делай, ты как бы умом. Вот поэтому у многих логика мышления отсутствует. А у нас народное устное предание, в чем его сила? Это как флеш-карты. Тебе старший, как носитель, передает информацию, ты своим умом, тебе не говорят, не делай, не делай, не делай, ты все равно делаешь, как это бывает, и не понимаешь, потому что не понимаешь. А через сказание, там, народно-устный, там, человек маленький, он слушает и анализирует. А ум же это важная составляющая, именно через ум, мышление, логику мышления человек познает. Поэтому у нас и было народно-устное, тем более притеснение было, знания уничтожались, сжигались все эти писания, книги, бумаги. А самый лучший носитель, что дух, память. Поэтому символы у нас возродились, потому что они нам родные, не в памяти. Через нартовские поставрахта. То есть маленький мальчик сидел, слушал это все, и у него образы складывались. Он о героях что-то и анализировал, и стремился быть таким же героем. То есть через образы идет воспитание. Опять-таки же, те, кто правит миром, они же все продуманы, они это все знают. И какие нам образы подкидывают через зомбоящики? Моргенштейн, там, Ван Дам еще можно, он спорт там. Просто разбросаны, их много. Но у них у всех безосновательная мода. Просто вот как поп ММА. И молодежь тоже стремится, думает, раз ты кого-то успел ударить, ты там как-то сказал, значит, у тебя правда. И они не понимают, что человеческое достоинство, а все, что достойное в человеке есть, нравственность от Бога, а его нельзя унизить. Это главный грех всех этих поп ММА. И шоу делает. Это не то. Они еще сами на таком уровне, что тем более за деньги все делают. Я тоже, может, ошибаюсь. Я бы тоже, не знаю, наверное, может быть, я не смог так выступать, как остроки в школе в этом, но какой-то период человек достигает чего-то, он не может опять спуститься в такие. Но все равно у многих по необходимости деньги нужны, вот идут таким методом зарабатывать. Им это. Но есть же многие конкретно, они этим привязаны, увлекаются. Есть же детский сад, а им по сколько лет. Так. Поняли, да? Помню еще лекцию нам в археологическом музее читал Петр Кузьмич Кузаев, начиная от нашего древа, от нартов до скифов, сармат и алан, и в самом конце, о нашем пантеоне богов там. И он нам говорит под конец, да, мы боги, да, вы бог. И все удивленно смотрят, не ожидали. То есть нам наша культура говорит, то есть это не говорит, что мы нет Бога, кроме этого, и все знают. Просто вот это понятие аз есть это то, что от Бога идет, высокие частотные вибрации от души. Еще
Многие не знают, что прежде чем воплотиться в материальную жизнь, душа с собой берет там тоже проценты, сколько она тоже выбирает, сколько ей взять с собой. Но по-любому она в тонком духовном мире оставляет часть, основную часть своей души. А многие даже говорят, что имеют два тела в материальной жизни, то есть у них два, у вас еще где-то, такой. То есть по-любому точная проекция вас всегда находится на тонком духовном мире, и все контролируемо. По вашей цветовой гамме, там все иерархами света, все контролируемо. Каждый шаг. Не просто говорят, все, что не делается, делается к лучшему. То есть устройство так устроен мир, чтобы мы проходили, познавали опыт, потенциалы свои развивали. Поэтому это важно знать. Вот это есть семя. То, что говорят, семя Божие спорят бессмысленно, это поверхностно тоже, что у нас 7 богов. На самом деле это нас отсылает в том, что то дает нам, как сказать, ссылки нам дает. Вот как мы ссылки другую, чтобы мы зашли в них, узнали источники, поняли. Точно так же это о Творце речь идет. Знание, понимаете? То есть познавали самого себя, потому что куда бы мы ни пришли, ушли, к самому себе приходит человек. То есть познавая все эти силы творения, мы себя познаем, свои, то, с чего мы сотворены, развиваем эти потенциалы, дорастаем до какого-то периода. В общем, так, вот это есть понимание, то, что от Бога. И оно, видите, в нашем самом названии. Его нигде читать не надо. Просто когда человек это понимает, он и ведет, старается с этим пониманием не терять это понимание, самосознание, самоконтроль. Это у нас Бада Мунджи надо называется. Понимает, что он ответственен за свои дела, поступки. Это есть карма. Причины, следственные связи. Понимаете, насколько мы от этих знаний разрознены, подменены, что тот, кто нами правит, у него в руках это все есть. Так что Иисусы, пробуждайтесь. Асусы, разницы нету. Ашкенази, скифы. В общем, еще можно было на философствовать много. Наверное, уже время. Возможно, вот вы не пишете уже вопросы. Может, у кого-то непонимание. Насколько смог, насколько донес. Если еще есть вопрос, напишите, или я тогда уже выхожу. У меня еще тренировка. Ладно, в общем. Благодарю за внимание, что уделили, кто уделил. И что пишите, делитесь, если вам показалось это интересно, достойно того, чтобы кто-то тоже узнал. А здесь, понимаете, очень много, видите, как я же сказал с самого начала, как и чувство любви нельзя Бога охарактеризовать какими-то словами. Даже вот взять, например, 3 пирога, да, тот же культ. Если мы будем
его обозначивать. Там это то, это три мира. Надо это все иметь в воображении, чтобы как-то почувствовать это, как сотворение мира, да, вот как фильм вы смотрите. Между прочим, один такой еще последнее скажу. Вот такой акт в миниатюре, далеко зачем ходить. Я всегда привожу пример семью. Вот когда перед тем, как человек еще не влюбился, ну, вы испытывали, нет у кого из вас семья есть, что бывает, как человек живет? Он просто живет, вот, как и в быту обычно, да, бытовая жизнь, можно сказать, без чувств. Что-то делает там, зарабатывает деньги. Ну, и тут он встречает девушку, допустим, у него что-то с ним паника, беда, короче. Ну, сначала не понял, там разве паника, начинает искать, там, волновать, там, что-то с ним происходит, да. И вот это чувство приходит, и у него от сердца, да, какое-то вдохновение, что-то с ним. А когда человек влюбляется, слеза, да, вдохновение, порыв, какое-то сказочное состояние. А если это удачно все, допустим, объединяются, они же познают друг друга, встреча там, том, что они женятся, там свадьба, брачная ночь, там две вселенные столкнулись, и новая звезда — это дети. Вот вам весь ответ на как произошел мир. Ну, представьте себе, вообразите, представьте, что вот свои чувства, просто уберите ваш образ, ну, личный, вот материальный, и кого вы любили. Представьте, как будто вы, вот как я вначале говорил, ничего нету, и вы просто как есть все, дух. Потом, вот как эти чувства у вас начали, ну, вспомните, что у вас, ну, это тяжело тоже, когда это проходит, и вспомнить тяжело эти чувства, потому что словами, и даже почувствовать заново их, ну, как-то представьте. И вот я думаю, вот точно так же это ответ на то, как наша Вселенная с одной точки там просто может образы еще. Также говорят, с одной точки, с первичного звука возникло все мироздание. Вибрации как бы терлись друг об друга, вибрации и Вселенной, и новая звезда, взрывы новые, и по теории Дарвина. А это же опять-таки слова, и они, ученые исследуют атомы, а это же все у нас заложено, мы это, сказать, есть. Вот представьте, вот уберите образ, и вы поймете, что как произошел мир. Ну, я так поверхностно скажу, вот был Бог, то есть вы просто были, и в один момент увидели себя, а из одного же все произошло. Но это опять-таки слова, на самом деле, сложный эволюционный процесс как-то пошел. Бог себя увидел в отражении, и вот это, все эти вот чувства, вот все от одного первого элемента, как описывает религия, огонь, эфир, вода, все они начали это расширяться, или, как сказать, солярный символ и взрыв. Короче, все это одномоментно. Так и наш мир возник. Все эти, вот когда у нас слезы в чувствах появляются, там, в любви, там, точно так же, наверное, вот эти чувства было в первичном состоянии. То есть то, что мы испытали, вот эти чувства, с такими чувствами возник наш мир. Понимаете? И это что, кто-то мне ученый должен говорить, или кто-то мне написал, как ты о Боге там говоришь.
мыслями. А мысли это самое первое мышление, все мы связаны. Нам даже мыслить не надо. С единым целым мы как одно единое связаны. Нам даже и сказать нельзя, как мы можем говорить о Творце. Да, так оно есть, это есть все. Просто мы через то, что имеем, искажение, да, этому представлению, мы познаем настолько, насколько мы можем, да, чтобы понять это. Вот и под конец вам такой, наверное, приближенный, как был сотворен мир, ну, в миниатюре. А на самом деле это и так есть. Просто уберите образно наши тела, оставьте лишь чувство, что вы испытали. Так и возник наш мир. Попробуйте сопоставить происхождение сотворения с семьей. И мы размножились там. Плюс-минус животных там тоже. Это как бы наши остатки с эволюции. А что так, целая философия. По-моему, это грибов перейти. Арз. Rastfandakta uta Rusagao. Это зорумейдиками на разговор тянется. Нахев закпал кудзорин от баргахоздера тайдафал. Ну, беретан ладарунцута бера термин темаса нахев закпал ин радайма кудзадзе кудзагавтей наладардын цумале зуртар талмацканзын. Я урсагал зурун. Андара нахев закпал зурге. Нахев закпал агеритар надзорнца. Кастер толу футбол газгелу стадионе. Арцом алкаташин футзон. Амиран-то есть. Мадам мана маха. Матадзон крыджи. Хатса нахев закпал цаман цурейда. Маходунца. Цуса хатса тоха. Нана кутзега дабоны дасхаттина. Харз растфандакта ута. Ещи фарстата умаклад, финшета телеграмме. Телеграмме уме хорзы маши голосовой на е. Голосовой есть, если у кого-то есть что интересное, поделиться всегда. Это нужно, это понимание. Потому что кто если не мы? Ладно, галанта разум.